Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на заседании Республиканского методического объединения педагогов общеобразовательных организаций Республики Коми, реализующих учебные предметы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». И мы очень рады, что сегодня с нами Игорь Витальевич Метлик, доктор педагогических наук, ведущий специалист Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений Московского педагогического государственного университета. Игорь Витальевич, добрый день! Добрый день. Мы очень вас рады видеть, очень хорошо слышно, очень хорошо видно. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И я предоставляю слово Тамаре Александровне Ичеткиной для того, чтобы она огласила нашу программу нашего заседания. Пожалуйста, Тамара. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Игорь Витальевич. Здравствуйте. Рада вас видеть и слышать. На сегодняшний день заседание РМО предметных областей ОРГС и ОДНКНР состоит из следующих вопросов. Во-первых, мы с вами рассмотрим реализацию предметных областей ОРГС и ОДНКНР в общеобразовательных организациях в условиях обновления ФГОС. Во-вторых, мы с вами посмотрим наше методическое сопровождение реализации предметных областей ОДНКНР ОРГС и учебно-методические комплекты. И также будет рассмотрен вопрос профессиональная подготовка учителей. А сейчас мы слово предоставляем Игорю Витальевичу Метлику. Добрый день еще раз, коллеги. Здравствуйте. Рад всех приветствовать, педагогов, вас, которые заняты преподаванием религиозных культур, светской этики. Меня уже представили. По месту основной работы это Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Московский педагогический университет. И также вы видите на моем слайде, также я сотрудничаю с церковным синодальным отделом религиозного образования и катехизации, поэтому в своем выступлении тоже буду отмечать и те позиции, которые, может быть, тоже надо знать и учитывать, поскольку церковь и другие религиозные организации у нас являются участниками образования по ОРГС, по ДНКНР, по закону, по 87 статье, вы знаете, определенные полномочия присутствуют, поэтому мое выступление, как мы договаривались, будет посвящено вот тем той ситуации, тем изменениям, которые у нас происходят в связи с обновлением федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, с теми новыми материалами, которые появились, еще будут появляться, и которым вам, конечно, непосредственно, может быть, все с ними не работают, но их нужно знать и в деятельности своей учитывать, с ними работать. Я буду, как я сказал, в своем выступлении остановлюсь на основных этих материалах, именно стандартах и примерных основных образовательных программах. Вот, в части ОРГС, ОДНКНР, той ситуации, тех изменений, которые в них вносятся, еще будут вноситься, о чем я скажу. Вот. Также скажу пару слов о воспитании, программах воспитания, поскольку наш институт изучения детства, семьи и воспитания также разработал свою примерную программу воспитания. Вот это тоже тесно связано с нашей сегодняшней темой. Вот, если заинтересует, еще на вопросы, может, отвечу по этому вопросу в конце. Вот. А сейчас в начале моя презентация первая, значит, это большая презентация, если кто-то сочтет ее полезным для себя, можно будет взять. Это большая презентация по большому курсу по этой тематике, в котором я использую только несколько слайдов, вот как раз связанных с последними этими изменениями, о которых я сказал. Вот. Здесь моя почта, и как сотрудник синодального отдела, и как участник Всероссийского методического объединения по ОРГС и ОДНКНР, я хочу сразу сказать, что вы можете обращаться с любыми вопросами по консультациям по этой почте. Вот,
в любое время, если такая необходимость возникнет, вот, по каким-то вопросам, связанным с вот этой нашей тематикой. Вот. Дальше перейду я сразу к 90-му слайду сейчас, и который касается как раз вот новых наших федеральных государственных образовательных стандартов, те обновления и та ситуация, которая в связи с принятием этих новых стандартов. Они были приняты летом, вводятся со следующего учебного года, но, конечно, в практику как бы мы их учитываем уже сейчас. Значит, что у нас первая тема? ОРГСЭ, основы религиозной культуры и светской этики в начальной школе. Сразу хочу сказать, что и ОРГСЭ, и УДНКНР – это одна и та же предметная область, только с первоначальным своим названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Поэтому любые какие-то попытки представить, что это что-то такое совершенно принципиально новое или другое, в сравнении с ОРГСЭ, кто помнит эту историю десятилетней давности, когда были введены, эта предметная область была введена именно как обязательная и в стандарт начальной школы, и в стандарт основной школы, именно потому, что эксперимент с введением этих учебных курсов, предметов, модулей проводился тогда 2 года и в конце 4-го и начале 5-го класса. Поэтому ОРГСЭ, ОДНКНР – это одна и та же предметная область, предполагающая изучение по выбору религиозной культуры народов России, православия, ислама, буддизма, иудаизма. И также в начале это был один предмет, рассматривался как альтернативный, о котором тоже надо будет сказать, да, основы светской этики, то, что у нас называется сейчас. Вот. В последний момент появился второй предмет, тоже альтернативный, по разным религиям. О его названии, его содержании я тоже скажу уже конкретнее, применительно к материалам, которые дальше посмотрим. Значит, в новом стандарте, какие у нас, в новой редакции стандарта, какие у нас изменения? Вот эти учебные модули внесены в перечень учебных предметных областей, предметов обязательных на уровне начальной школы. Если вы помните, до того у нас они были в сносочке, которая вошла только в 2012 году в предыдущий стандарт. И в связи с этим мы имели проблему, когда у нас в школах и в перечне федеральном появились учебники в целом по ОРГСЭ, не предусматривающие выбора конкретного предмета модуля. Ну, модуль, сейчас используется термин модуль, учебный модуль. И наша метода объединения, и Русская Православная Церковь предлагали, так сказать, учебные модули, термин заменить на учебные предметы изначально, потому что это, в общем-то, конечно, не модули, это самостоятельные предметы, имеющие некие общие компоненты, вот, но тем не менее, пока это изменение не произошло, и у нас вот сохраняется вот этот термин учебные модули, который, как я сказал, не вполне отвечает этому понятию, потому что это, по сути, это предметы по выбору. Вот. И далее, собственно, следующий слайд. В ГОСе изложены детализированные требования по учебным модулям, требования к освоению содержания вот этих вот модулей. Тоже, если кто помнит и работает давно, у нас в стандартах сначала появлялись общие требования по предметной области ОРГСЭ. Естественно, такие общие требования были нефункциональны, они не давали возможности как бы четко понимать и представлять, какие результаты мы должны получать на выходе по освоению вот этих учебных модулей и их содержания. Что здесь нужно сказать? В ГОС включены детализированные требования к освоению по модулям. Я буду говорить на примере модуля «Основы православной культуры», вот, но это касается всех других модулей, всех 6, вот, просто на этом примере. Вы видите, вот выделено здесь полужирным, как бы такие содержательные требования, те самые, которые мы можем включать и должны в контрольно-измерительные материалы. Да, это курсы, предметы духовно-нравственной воспитательной направленности, но мы оцениваем знания школьников, вот, и тоже об этом некогда говорить, но в принципе известно, что по закону школа, вы, педагоги, вы сами определяете тот формат оценивания, который вы считаете более полезным. Никаких запретов оценивать
школьников отметками, а только там зачетами, не зачетами по ОРКСе нет, вы можете сами выбирать ту форму, которую вы считаете более лучшей и удобной, полезной. Значит, в принципе, в ГОСе вот только вот эти новые требования, которые имеют детализированы, но недостаточно детализированы. Вот я на это внимание хочу обратить, что в ГОСе, которые изложены требования, они недостаточно детализированы. Мы предлагали и предусматривалось, если кто тоже помнит, в работе над ГОСами были проекты ГОСов, где в приложениях эти требования в необходимой степени детализации были представлены. Но последнюю вот редакцию, которая имеется у нас сейчас на 31 мая 2021 года, они не вошли. А вошли эти требования в примерную рабочую программу по ОРКСе, примерную образовательную программу. Вот дальше, поэтому сейчас я хочу о ней сказать. Примерная рабочая программа по ОРКСе. Я видел, вот титул показывали, вот что о ней нужно сказать. Те, кто из вас тоже отслеживал ситуацию с разработкой этих программ, помнят, что первый вариант программы, появившийся еще летом, по-моему, или в начале только осени, он совершенно не соответствовал содержанию ОРКСе и тому, как существует эта предметная область с учебником, пособием, тем нормативно-методическим документам, которые были приняты начиная с 2010 года. Письмо 2012 года, Министерство письмо 2015 года, 2018 года. Вот. И вот эта примерная рабочая программа ОРКСе, та редакция, которая сейчас размещена на сайте единого содержания образования, и вы можете ее ознакомиться, она прошла уже федеральное учебно-методическое объединение, одобрена, но о чем я хочу сказать, и вот ссылочку, которую я в чат поместил, это как раз ссылочка на то собрание, совещание, которое проходило нашего Всероссийского методического объединения, на котором была принята и одобрена редакция этой программы. Вот эта редакция, которая будет и по согласованию с министерством и с разработчиками должна быть включена, то есть обновлена эта программа, должна быть на сайте единого содержания образования. Это будет сделано после ее проведения через учебно-методическое объединение федеральное ФУМО. Вот, ну, как нам говорят, вот до марта это будет сделано. Поэтому, если вы сейчас берете в работу вот эту примерную рабочую программу, уже одобренную, да, включенную в федеральный реестр, имейте в виду, что она должна быть обновлена еще в марте, ну, до марта. Может быть, раньше говорили сначала в январе, до марта, когда будет проведено очередное учебно-методическое объединение. Вот ссылочку на вот эти решения я кинул, можете посмотреть, ознакомиться, на сайте синодального отдела она есть. В чем там разница? Первая часть, в принципе, не меняется принципиально. Первая часть вводная, где указаны цели, задачи ОРКСе, все то, что мы пишем в рабочих программах, вы пишете по каждому модулю из тех документов, которые приняты у нас были с самого начала, там, с 2012 года, вот эти письма основные. Цель изучения ОРКСе, задачи, в том числе формирование ценностно-смысловой сферы личности учащихся, с учетом мировоззренческих, культурных особенностей и потребностей семьи, вот то, что напрямую относится к изучению религиозных культур, когда мы не просто знакомим детей с той или иной религией, как вот в этом религиоведческом модуле, а именно воспитываем, то есть ориентируем на те нравственные ценности, нравственные идеалы, которые в соответствующей религиозной культуре традиции присутствуют. То есть вот эта значимость этих так называемых конфессиональных курсов или модулей. Значит, и вот в этой примерно рабочей программе, которая уже размещена, то есть все целеполагания, все корректно, все как и было, значит, воспроизводится. Дальше содержание. Вот содержание там находится то содержание модуля, которое было одобрено и в том числе экспертизу прошло в религиозных организациях в 2015 году. То, которое там должно появиться, содержание, там будут небольшие изменения, которые не затрагивают содержание учебников, не требуют каких-то внесений изменений. Ну, например, в модуль по православной культуре добавлена тема Бог Троица, Иисус Христос, вот эти вот позиции. Понятно, они есть во всех учебниках и пособиях
допущенных и используемых по православной культуре. И такие же небольшие изменения есть в модуле основы исламской культуры, основ буддийской культуры. Что касается модулей неконфессиональных, здесь тоже есть изменения уже в этом содержании, на что надо обратить внимание, и, соответственно, уже можно, так сказать, использовать в переработке своих рабочих программ по этим модулям. То, что касается светской этики, основ светской этики, там включены позиции о том, что светская этика – это этика именно гражданская, основанная на Конституции. Мы помним о том, что в самом начале этого нашего процесса получилось распространение такое ложное понимание, что мы детей знакомим с философской этикой и таких маленьких философов-этиков готовим на этом модуле. Нет, этот альтернативный предмет, модуль, предполагает воспитание на основе нашей общей российской гражданской светской этики. И эта светская этика – это Конституция, конституционные, базовые, общенациональные ценности, нормы, на которых мы воспитываем детей, на материале нашей истории, культуры, народа в России, российского общества, альтернативный предмет, модуль изучению конкретной религиозной культуры, которые не противоречат по содержанию друг другу. На этом останавливаться сейчас нет времени, но по сути это именно так. И, соответственно, эти позиции о конституционных основаниях светской этики российской, что это не какая-то нерелигиозная философская этика или атеистическая этика, как кто-то там себе предполагал. Нет такой общей светской этики, которую все люди, все граждане нерелигиозные одну какую-то этику ей придерживаются. А есть общая наша гражданская светская этика, которая основные позиции, нормы, ценности закреплены в Конституции. И эти некоторые темы вошли, у меня просто нет на этом слайде, но это уже у вас есть эта программа, вы ее посмотрите, их нужно акцентировать. И там, если где в учебниках по светской этике эти темы не обозначены, то при переиздании там будут вставки небольшие, такие, я думаю, сделаны. И модуль, который в названии изменено. Изменено оно с основ мировых религиозных культур на основы религиозных культур народа в России. И сделано это было тоже по предложению нашего метода объединения, потому что изначально, если вы посмотрите, когда это все начиналось, выступление президента Медведева, о чем говорилось, и когда характеризовались эти модули, эти предметы, выбор, именно предметы называлось, то это должен быть курс альтернативный по культуре крупнейших российских конфессий. И изначально, когда название было принято не совсем корректно, мы об этом говорили, что речь не идет об изучении всех религий мира, основы мировых религиозных культур. Что имеется в виду? Все религии всех народов мира или это только мировые религии? Тогда с иудаизмом возникает вопрос, национальная религия. То есть приведено в первоначальный смысл названия этого модуля. И, соответственно, если вы его преподаете, а он реализуется в школах, я смотрел данные, примерно 10% выбирают, то, конечно, нужно и можно говорить именно о российских религиозных культурах, о российских религиях, не, так сказать, включая материал по другим религиям. Это не предусмотрено было изначально пониманием этого модуля, и тем более материал по каким-то древнейшим верованиям, такого типа религиозный материал, который может быть в отдельных учебниках, пособиях находиться. Тем более, что конкретная тема древнейшей верования вообще была исключена из этого содержания еще в 2015 году. Если посмотреть на предметные результаты по православной культуре, вы видите, что по каждому модулю сформулированы такие уже развернутые предметные результаты. Красным цветом у меня выделено на слайде те позиции, которые конкретно относятся к определенной религиозной культуре. Есть общие позиции, это тоже правильно, то есть есть общее содержание, общие ориентиры, общие предметные результаты даже по всем модулям. И есть специфические, эти специфические, которые вы должны оценивать, использовать для разработки контрольно-измерительных материалов. Теперь это содержание, то есть эти предметные результаты. Так.
Дальше. Вот их около 20 позиций по каждому модулю, и поэтому вот в таком плане переработки или доработки своих рабочих программ, конечно, вы свои рабочие программы все пишете по конкретным учебникам ОМК, которые используете в школах, вот, но вот эти минимальные требования к освоению основ православной культуры. То же самое касается всех остальных модулей, просто за неимением времени я не буду это все показывать, кто преподает другие модули, соответственно, вот ориентируемся на вот эти вот предметные результаты. Так, дальше. Дальше по ДНКНР. Если по ОРКС будут еще какие-то вопросы, я, может, на них отвечу, но по сути, значит, то, что самое главное, я сказал, что примерная программа рабочая по ОРКС, она включает и основное целеполагание, и содержание. Содержание это будет еще экспертировано также и в конфессиях, но поскольку конфессии принимали участие через методы наше объединение в его разработке, то оно фактически получило это одобрение по конфессиональным модулям и требования к результатам, к результатам освоения ОРКС. И вот эти требования, метапредметные, предметные, личностные результаты, все в этой программе изложены. Еще в программу включено примерное тематическое планирование. И также вот это примерное тематическое планирование в той редакции программы, которую я сейчас сказал, которая на сайте размещена, оно не окончательно, оно будет доработано. И поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что вот в практической уже работе использования этой примерной рабочей программы по ОРКС надо подождать до ее обновления и ориентироваться уже на то, что будет обновлено в течение вот ближайшего месяца, полутора, как пройдет федеральное учебно-методическое объединение. Вот. Особенно в части вот этого тематического планирования. Понятно, что вы работаете по тему, как я сказал, включающие методы рекомендаций, программы, конкретные учебники, соответствующие методические пособия, программы. Поэтому это тематическое планирование, которое представлено в рабочей программе, является ориентировочным. Оно не является обязывающим, как и, собственно, вся примерная программа. Вот. И поэтому в практике педагогов, ну, как мне представляется, оно использовано фактически быть не может. Оно может быть использовано, может быть, при разработке новых учебников, пособий, вот, с теми вот ориентирами, которые включаются в это примерное тематическое планирование, виды деятельности учащихся. Вот так вот фрагментарно вы можете его использовать в разработке своих рабочих программ по модулям, если вам не хватает вот такого вспомогательного методического материала в тех методических пособиях, которые к этим учебникам прилагаются и должны иметься в каждом учебно-методическом комплекте. От НКНР, еще раз, та же самая предметная область, но, как говорится, с трудной судьбой, поскольку до сих пор у нас решение о гарантированном преподавании преемственно с ОРКС учебных предметов по религиозным культурам и светской этике в рамках ОДНКНР до сих пор у нас нет. И находясь в этой ситуации, то, что мы имеем с 2010 года, предметная область имеет некие общие предметные результаты, которые вот обновлены в новом стандарте, о которых я сейчас скажу. Вот. Что касается проведения урочных занятий, выставления отметки в аттестат, у нас сохраняется, в общем-то, ненормальная ситуация, когда у нас во ВГОСе основной школы есть обязательная предметная область, и ее нет, не включена она в обязательную часть учебных планов. Вот. Эта ситуация сохраняется на данный момент. Вот. Как она будет развиваться, посмотрим дальше. Материалы по основной ступени еще не приняты все. Вот. На данный момент можно сказать то, что на данный момент эта область в урочной форме у нас реализуется в рамках компонента участников образовательных отношений. За счет части учебного плана формируем участниками образовательные отношения. И вот то, что аналогическое в связи с ОРКС, я это пролистну.
несколько слайдов. Последний, значит, что 64 часа надо давать в этой предметной области, чтобы поставить отметку в аттестат об окончании 9 класса. Вот эти все позиции сохраняются и так сказать, воспроизводятся фактически в новом стандарте. Об этом еще будет сказано у нас на нашем семинаре дальше. Вот. В столбце учебные предметы, прочерки, вы видите, прочерк опять ничего не указано. Вот. Но указано, что при изучении предметной области ОДНКНР по заявлению обучающихся родителей осуществляется выбор одного из учебных курсов в модуле из перечня предлагаемого организации. То есть это не может быть один учебный курс. И что может быть предлагаться школой образовательной организации? Это могут быть учебники и пособия, курсы соответствующие, которые включены из входящих в федеральный перечень учебников, или на основе использования учебных пособий, изданных в организациях, из перечня организаций, чьи учебные издания допускаются для использования в школах по приказу Минобрнауки от 9 июня 2016 года. Он должен быть скоро обновлен, но пока вот этот. И еще сказано о том, что могут использоваться региональные учебные курсы, учебные пособия, если они фактически допущены для использования в регионе. Если у вас такие пособия есть, то тоже они могут использоваться в реализации ОДНКНР. Это статья закона, которая говорит нам о том, что на равных основаниях у нас в школах могут использоваться и учебники из федерального перечня, и учебные пособия, выпущенные вот этими организациями. Естественно, заказ легче оформлять через федеральный перечень, но это надо знать и использовать, потому что не только из федерального перечня, но и из вот эти пособия, они называются пособиями по форме те же учебники, также могут использоваться в реализации ОДНКНР. Предметные результаты образования в стандарте основной школы у нас опять в общем виде. Преемственности здесь не выявляется с ОРГСЭ. То есть сохраняется та же самая ситуация, которая была у нас и до обновления федерального образовательного стандарта в прошлом году. Вот. И, соответственно, предметные результаты, как указано в стандарте, конкретизируются организацией в школе с учетом выбранного по заявлению обучающихся учебного курса указанной предметной области. То есть те учебные курсы, которые вы в школах предложите, которые будут выбраны, вот эти требования, вы сами фактически их детализируете, как педагоги, в своей рабочей программе, с учетом того содержания того курса, который вы будете преподавать. Но буквально два слова о рекомендациях синодального отдела в связи с реализацией ОДНКНР в этих условиях. Естественно, развивать преподавание православной культуры, тех возможностей, которые на данный момент имеются. Вот. И, конечно, о том, что недопустимо сводить, так сказать, эту предметную область преподавания какого-то одного безальтернативного предмета, да, естественно, не имеющего отношения к изучению религиозных культур, не обеспечивающего выбора. Но эта позиция известна в церкви, я ее просто зафиксирую, долго говорить не буду. И несколько слов в завершение об учебниках, учебно-методическом обеспечении. Значит, на данный момент у нас федеральный перечень 2020 года 5 учебников по православной культуре. Сейчас, вы знаете, вышел еще один. Он пока не включен в федеральный перечень, но может быть. Я не знаю, ваш регион в эксперименте был или нет по его апробации. Вот, но он будет учебник под редакцией Васильевой. Еще один учебник УПК будет издан издательством «Просвещение». Вот. Все эти учебники прошли также и конфессиональную экспертизу, которая пока не закреплена законом, но авторы издательства все провели свои учебники через экспертизу синодального отдела церковного. Я об этом еще скажу потому, что в последней редакции федерального перечня 2020 конца уже года возвращены в федеральный перечень учебники коллектива авторов Виноградовой и соавторы, которые не предусматривают полное преподавание ОПК в объеме 34 часов. Там только вторая часть ОПК 17 часов, и поэтому в Русской Православной Церкви эти учебники не воспринимаются как учебники по основам православной культуры. Об этом надо сказать. Вот, также есть такой же учебник по основам исламской культуры, как фактически на 17 часов.
Вот. И также эти учебники не проходили конфессиональную экспертизу, и что там как бы написано о православной культуре, церковь за это не отвечает и не может отвечать. Значит, это касается ОРГСЭ. Так, сейчас. И ОДНКНР. ОДНКНР в 2020 году обновление перечней, в конце 2020-го добавление. Здесь вы видите, что есть и учебник вот этот общий, Винтанограф сейчас переиздан в просвещении Виноградова ОДНКНР. Есть учебники по религиозным культурам народов России, по основам светской этики, об этом тоже вы знаете, будет, наверное, об этом еще сказано. То, что вы можете выбирать как альтернативные к преподаванию православной культуры. Есть возможности выбора учебников по православной культуре. В конце 2020 года у нас в части ОДНКНР внесены изменения приказом, добавлен учебник, вошел еще Виноградова и соавторы ОДНКНР 6-й класс, и Козлов и группа авторов ОДНКНР «Основы религиозных культур народов России», уже вот с таким названием, для 7-го и для 8-го классов. Таким образом, имеется возможность выстроить преподавание православной культуры по выбору в 5-м, 6-м и даже последующих классах, вот, используя это учебно-методическое обеспечение. Это федеральный перечень учебников и тот перечень издательств, о котором я сказал, учебное издание которого, учебные пособия, также допущены для использования в общеобразовательной школе. И здесь вы видите и УМК «Истоки», которые не совсем относятся к православной культуре, и при определенной адаптации, как у нас, допустим, во многих московских школах некоторых используется как именно аналог светской этики с добавлением материала по другим религиозным культурам, традициям, народов. Вот. И также в этом перечне издательств, 2 издательства, Бородино и Шевченко, выпускающие учебные пособия по практически всем годам обучения и на основной ступени, и на начальной школе, которые также могут использоваться в школах для преподавания православной культуры, основ православной культуры. Так, на этом, наверное, я уже перебрал время и заканчиваю. Если ко мне будут какие-то вопросы по тому материалу, который я озвучил, пожалуйста, коллеги, я готов ответить, либо тогда уже в конце, может быть, нашего мероприятия. Да, я еще раз слушателям хочу представить. Метлик Игорь Витальевич перед вами выступил, ведущий специалист Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений МГПУ, Московский педагогический государственный университет. И также он является заведующим научно-методическим кабинетом синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. И также является председателем Всероссийского методического объединения по ОРГСЭ и ОДНКНР. Уважаемые коллеги, если у вас возникли вопросы к Игорю Витальевичу, вы можете их написать, мы в конце нашего занятия еще раз вернемся, но мне бы хотелось тоже несколько слов сказать по поводу выступления Игоря Витальевича, такого содержательного, с экскурсом в историю развития нашей предметной области, и обратить внимание на то, что, чтобы мы имели в виду, вот часто задаваемые вопросы, которые обычно педагоги, которые только приступают к преподаванию этого предмета, задают. Значит, если говорить о контрольно-измерительных средствах, то вот как раз Игорь Витальевич говорил о том, что каждая образовательная организация сама выбирает форму оценивания. Не обязательно это, чтобы был зачет или не зачет. И в этом плане должно быть положение, разработанное в образовательной организации, в которой все это, весь механизм прописан. Затем обращаем внимание еще раз на то, о чем здесь говорил Игорь Витальевич, что уже примерная рабочая программа по ОРГСЭ разработана, и она уже находится на едином сайте содержания, но имеется в виду, что сейчас уже есть редакция обновленная этой программы, и она будет на сайте единого содержания образования только в марте. То есть в начале марта мы можем, скорее всего, ее увидеть. И также обращаю внимание на то, что изменилась
название «Основы светской этики». Ой, Основы извиняюсь. религиозных культур. Не светской этики, что основы светской этики по содержанию, они, значит, являются как бы гражданской этикой, то есть основываются на Конституции. И изменилось название «Основы мировых религиозных культур», да, значит, название «Основы религиозных культур народов России». Это вот то, что мы сейчас говорили о преподавании учебных предметов ОРГС и ОДНКНР с учетом новых в ГОС, начального и общего образования. Ну, что-то, если я еще упустила, то, я думаю, Игорь Витальевич подытожит нашу работу и еще раз заострит ваше внимание на этих вопросах. А мы переходим к следующему вопросу. Значит, мы сегодня еще должны с вами посмотреть, а каким же образом у нас в Республике Коми в образовательных организациях происходит реализация учебных предметов ОРГС и ОДНКНР, и каково методическое программное обеспечение реализации этих предметных областей. В связи с принятием обновленного федерального... так, значит, мы сейчас немножко пролистаем, вот я... Так. Тему обозначила, вопросы, которые будем рассматривать, вот просто еще раз я, значит, актуализирую это для вас. И вот сейчас перед вами выступил Игорь Витальевич, слайд, который надо было вначале поставить, извините. Так, ну и вот на вопрос, который мы сейчас будем с вами рассматривать. В связи с принятием обновленного федерального образовательного стандарта утвердили новые в ГОС начального основного общего образования, и новые стандарты для начального и общего образования требуют, чтобы содержание преподаваемых предметов было вариативным. С переходом с 1 сентября 2022 года всех общеобразовательных организаций Российской Федерации на новые стандарты общеобразовательным организациям необходимо предусмотреть реализацию духовно-нравственного воспитания с ориентацией на потребности учеников и предлагать им различные варианты программ в рамках одного уровня образования. Раньше таких норм ГОС не устанавливал. Новые стандарты разрешают организовывать образовательную деятельность при помощи деления на группы. Но, как мы знаем, это самая такая была проблема большая с делением классов на группы по выбору модулей. Но теперь новый стандарт это устанавливает. Обучение в группах можно строить по-разному, с учетом успеваемости, с учетом образовательных потребностей, интересов и целей. Это позволит учителям реализовывать дифференцированный подход. Если мы заглянем в историю появления предметов, содержащих духовно-нравственное содержание, то мы можем отметить, что в Республике Коми уже на протяжении многих лет, с 1 по 3 класс, реализовывались предметы духовно-нравственного содержания. Например, в рамках внеурочной работы хорошо зарекомендовала себя комплексная программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», авторы Акамкин, Кузьмин, включающая программу учебного курса «Истоки», программу воспитания на социокультурном опыте для начальной и общей школы и «Истоки в дошкольном образовании», которые реализуются сейчас в 68 субъектах Российской Федерации. У нас в Республике Коми эта программа не очень распространена, и имеются единичные общеобразовательные организации, которые реализуют эту практику. Вот если говорить о дошкольных учреждениях, то с 2015 года в детских садах муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка», детский сад номер 112, и с 2017 года детский сад номер 38 общеразвивающего вида города Сыктывкара эту программу реализуют. Сейчас эти образовательные дошкольные учреждения имеют статус ресурсных центров. Ежегодно на этих детских садах проводятся образовательные семинары, практикоориентированные образовательные семинары.
Программа воспитания на социокультурном опыте реализовывалась также в ряде районов и образовательных организаций города Инты, Цисарского района, село Пыёлдино. Сейчас она реализуется в системе дополнительного образования в средней школе села Усть-Кулом. То есть такие точечные, еще город Сыктывкар, это гимназия номер 1, средняя школа 28 города Сыктывкара. То есть если говорить о том, что опыт такой реализации программы был, то вот он был в этих организациях с 2007 по 2015 год. Затем с введением новой предметной области ОРГСЭ ОДНКНР как-то это ушло в забвение, но вот с 2019 года на базе средней школы 24 города Сыктывкара действует республиканская опорно-методическая площадка по теме социокультурное и духовно-нравственное образование обучающихся начального общего образования на основе содержания программы «Социокультурные истоки». Значит, руководителем этой площадки, организатором, преподавателем является Филиппова Марина Михайловна, учитель начальных классов средней школы номер 24 города Сыктывкар. Руководителем площадки являюсь я, Тамара Александровна. Занятия ведутся с 1 по 3 класс сегодняшнему времени как предмет по выбору участников общеобразовательного процесса. Практика преподавания истоков находится в стадии развития. И в основном в школах реализуются программы истоки по внеурочной деятельности. Значит, здесь таким образом выглядит дело. В 4 классах в реализации ОРГСЭ выбора модулей на сегодняшний день производится согласно статье 87 Федерального закона, закона об образовании. И в основе образовательной программы могут быть включены учебные предметы, курсы, дисциплины, направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народа России, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии. И, конечно же, выбор одного из учебных предметов, дисциплин, включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями, их законными представителями обучающихся. Я бы хотела продемонстрировать сейчас, каким образом это у нас вот выглядит. Значит, на сегодняшний момент, если смотреть по годам, вот здесь вот как раз показаны выборы модулей по годам, то на 2020-2021 год выбор таких более выбираемых модулей светской этики составил 59%, основу православной культуры 34,2% и основу мировых религиозных культур 6,5%. Модули основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы исламской культуры изучают небольшое количество обучающихся со всей республики. Если посмотреть, каким образом менялся выбор модулей, то мы видим, что так стабильно рос выбор основ православной культуры за счет уменьшения выбора основ мировых религиозных культур и за счет основ светской этики. Но вот и что касается города Ухты, вот здесь выбор модуля основы мировых религиозных культур вырос значительно за счет снижения выбора основ православной культуры. Вот на сегодняшний день выбор основы мировых религиозных культур в Ухте составил 15,7%, а уровень выбора ОПК составил 7,8%, что, конечно же, нас несколько настораживает. С 2015 года предметная область ОДНКНР вошла в основную образовательную программу, и постепенно количество школ, реализующих основы духовно-нравственной культуры народа России, увеличивается. При этом наблюдается тенденция по увеличению преподавания ОДНКНР в качестве отдельного предмета. Духовно-нравственное образование в 5 классах основной школы продолжается через реализацию этой предметной области, через включение в учебные планы образовательных организаций в части формируемых участников образовательных отношений, учебных курсов по выбору. И выбор одного из учебных курсов из перечня осуществляется, конечно, тоже по-разному. Вот сейчас я тоже продемонстрирую вам
диаграмму, в которой мы можем с вами отметить, каким образом распределяется выбор этого предмета, через какие формы. Так, тут у нас уже федеральный перечень учебников. Ну вот о том, что предметная область основы духовно-нравственной культуры народа России значит, в то же время имеет свои проблемы, уже сказал Игорь Витальевич, поэтому я на этом уже не буду останавливаться. Только хочу сказать о том, что, конечно же, наша позиция – это обеспечить преемственность предметной области ОРГСЭ, и изучаемые модули 4 класса начальной школы хотелось бы, чтобы ученики продолжали их изучать и в 5, 6, 7 классе основы духовно-нравственной культуры народа в России. Поскольку условия все есть, закон и ФГОС это предусмотрели и издательские органы и учебники у нас есть, учебно-методические комплекты. То есть условия для реализации этой предметной области через предметные области, предметы имеются. Согласно нормам статьи 2 28 федерального закона, образовательные организации свободны в определении содержания образования, в выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. То есть образовательные организации тоже имеют на это полное право. Рассмотрим следующий вопрос: учебно-методическое и дидактическое обеспечение реализации предметных областей. Частично тоже мы с вами уже это услышали от Игоря Витальевича. При преподавании ОРГСЭ допускается использование исключительно учебников, вошедших в федеральный перечень. При выборе учебно-методического обеспечения для реализации ОДНКНР предлагается ориентироваться наряду с федеральным перечнем учебников на перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования, а также на литературные источники, связанные с региональным компонентом. В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона, организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования для использования реализации указанных образовательных программ выбирают учебники из числа федерального перечня, вот это мы уже с вами говорили, учебные пособия, выпущенные организациями, выходящими в перечень организаций, и также все учебные пособия должны иметь электронную версию. Выбор учебных курсов для изучения в рамках предметной области осуществляется в соответствии с примерным регламентом, письмом Минобрнауки. Таких писем у нас тоже уже достаточно. 2015, 2016, 2018 год. И вот здесь мы с вами видим как раз вот учебники, которые наиболее выбираемы в нашем именно регионе. Вот здесь вот, кроме учебника Шевченко. Вот это все учебники, которые значит, реализуются в рамках модуля «Основы православной культуры», значит, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Светской этики». Проблема выбора пути реализации новой образовательной области ОДНКНР в Республике Коми программы и учебников является, конечно, исключительно важной. На наш взгляд, в связи с принятием в июле 2021 года новой стратегии национальной безопасности, в которой акценты расставлены на укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на сохранение культурного и исторического наследия народа России, поэтому одной из задач защиты традиционных духовно-нравственных основ российского общества – это воспитание детей и молодежи на национальных традициях народа в России.
Поэтому выбор модулей ОДН-КНР основывается на национальных приоритетах. В нашей Республике Коми это основа православной культуры. Издательством «Русское слово» также подготовлено к выпуску комплекты учебников. Вот я уже эти комплекты учебников здесь указывала. Также в Республике Коми имеется опыт преподавания основ православной культуры в 5 классах по данным учебным пособиям в МБУ СОЖ поселка Визендор Сысарского района, село Обячево Приволжского района, город Ухта, МАУ СОЖ номер 5, МАУ СОЖ номер 1, номер 2 города Микунь. Значит, вот так вкратце те образовательные организации, которые взяли на себя, значит, такую вот смелость и выбор с помощью выбора родителей, конечно, это осуществляется, был реализован через модуль основ православной культуры. Основная же масса, вот мы сами видели диаграмму, основная же масса, конечно, выбирает, выбор делает, значит, на предметы, вот диаграмма у нас здесь, обеспеченность учебниками предметно-областной основы православной культуры. И вот здесь вот обеспеченность учебниками тех, значит, авторов, которые реализуют уже модули другие. Вот сейчас просто пробежимся, посмотрим, какие у нас здесь учебники вы видите. Студеникина, ну, это хороший учебник по светской этике в рамках основы духовной структуры народа России. Неплохой учебник. И вот видите, что сейчас уже есть 6 класса учебники, его тоже приобретают учебные заведения. Вот. Так. Опыт опорно-методической площадки 2016 года на базе МБУ СОЖ номер 31 города Сыктывкара по реализации основы духовно-нравственной культуры народа России через внеурочную деятельность и внеклассную работу на основе программы и учебников Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народа России, основы светской этики» для 5 класса, значит, позволяет делать вывод не только о высоком соответствии его содержания, методического сопровождения воспитательным задачам основной общеобразовательной школы в рамках ФГОС, но и качественная реализация его на основе новой образовательной области через внеурочную и внеклассную работу, и также как отдельного предмета в 5 классе. Действовала такая опорно-методическая площадка, которую возглавляла еще Нина Михайловна Мищенко в свою бытность, когда она еще работала в нашем Институте развития образования. Сейчас она уже находится на пенсии. Но вот этот опыт, который она здесь описывает, он как раз говорит о том, что учебники соответствуют тому содержанию, которое, целеполаганию, которое программа ОДН-КНР имеет. Целесообразным является и также использование УМК, разработанных на местном материале нашими учителями. И вот здесь я как раз хотела тоже об этом, так, здесь нет у меня уже, с вами проговорить. Методистами института в 2016 году было подготовлено методические рекомендации для преподавания истории и обществознания в реализации духовно-нравственного содержания в рамках предметной области ОДН-КНР, в которых отражен практический опыт учителя обществознания Петуховой Натальи Валерьевны, учителя истории и обществознания средней общеобразовательной школы поселка Визендор Сысарского района. Опыт педагога представлен в виде методических рекомендаций для учителя обществознания, в котором размещены материалы духовно-нравственного содержания для использования на уроках и методика работы с ними. Там хорошие такие разработки уроков. Материал опубликован на сайте КРИРО, и можно его использовать еще и видеть, найти на сайте сетевого образовательного портала Республики Коми. Также рекомендуем к применению разработки Холодыревой Ольги Николаевны по русскому языку и литературе МБУ СОЖ номер 18 города Ухты. В течение 2 лет учителя русского языка
активно используют на уроках русского языка учебное пособие Холодыревой, интегрированное изучение русского языка на основе произведений о Великой Отечественной войне для 5-7 класса и одноименное учебное методическое пособие для 5-11 классов. Материалы опубликованы на сайте КРИРО. Но я хочу сказать, что у нас сейчас уже достаточно таких вот материалов, разработанных нашими педагогами, учителями, и вы можете эти материалы найти на сайте сетевого образовательного портала в разделе «Лучшие практики учителей Республики Коми». Выше мы уже обращались к опыту реализации комплексной программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки». И здесь я тоже хочу сказать, что у нас сейчас активно эта программа начинает внедряться уже в общеобразовательную программу. И здесь можно отметить следующее. Ученые Камкин и Кузьмин разработали УМК, выстроенные по линейно-концентрическому принципу, учебники, истоки для начальной школы, для основной школы. Они имеют благодатный материал для создания пропедевтических курсов, как в ОРКСе, так и как курсов, основанных на преемственности в основной школе, на культурологической основе. В 2016 году приказом Министерства образования и науки издательский дом «Истоки» включен в федеральный перечень издательств, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Более подробную информацию вы можете получить на самом сайте «Истоки». Приложение к информационному письму издательского дома «Истоки» по вопросам реализации предметной области, там также имеются и программы «Социокультурные истоки». И еще обратимся к одному авторскому методическому пособию. Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народа в России» в 5-6 классах по ОДНКНР. Значит, авторским коллективом учителей Республики Коми с использованием опыта учителей ОРКСе МБУ СОШ номер 42 города Кирова и методического пособия «Земля родная» под редакцией Надежды Васильевны Демидовой были дополнены и разработаны методические разработки с этнокультурным материалом духовного содержания авторами Мишариной Вероники Александровны, учителя истории обществознания МОУ СОШ поселка Приозерный Краткировского района, Натальи Валерьевны Петуховой, учителя истории обществознания поселка Визендорфского района, и Нины Михайловны Мищенко, методиста КРИРО в то время. Материалы пособия могут быть использованы для организации занятий по предметной области. Они включают в себя 17 разработанных уроков с презентациями и с видеофильмами. И вы можете это пособие это скачать тоже на образовательном портале. При ознакомлении с курсом «Земля родная» учащиеся расширят и углубят знания об истинных духовных ценностях на примере исторических личностей и современников, их любви к России и Коми-краю. Учащиеся 5-6 классов будут иметь возможность убедиться в том, что духовная культура – истинный показатель достижений человека в жизни и получит примеры, достойные для подражания. Таким образом, для реализации новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народа в России» институт рекомендует использовать в 5, 6, 7 классах общеобразовательной школы Республики Коми следующие учебно-методические комплекты. Вот я сейчас хотела бы открыть еще один, значит, слайд. Там он называется... Так. Второй слайд, 4-6 класс. Вот просто продемонстрирую вам пособие, которое здесь вы можете посмотреть, детально изучить, если стоите еще перед выбором, если у вас еще нет
определенности, по каким пособиям вы будете преподавать, вот как раз здесь можно познакомиться с авторами пособий, которые мы рекомендуем. Это «Основа духовно-нравственной культуры народов России. Православная культура» авторов Игоря Витальевича Метлика и Ольги Михайловны Потаповской, издательство «Русское слово». И методическое пособие «Православная культура» протоиерея Виктора Дорофея Ольги Леонидовны Янушкевич, издательство «Русское слово». Также «Социокультурные истоки», 5-9 класс, мы тоже сейчас посмотрим презентации. И методическое пособие, которое я уже говорила, «Реализация предметной области. Основа духовно-нравственной культуры народа России. Земля родная». Пролистаем, чтобы было представление о том, что действительно эти учебники очень богаты по содержанию, структурированы, имеют хороший методический аппарат, удобны для работы. В методическом пособии для учителя УМК Ольги Леонидовны Янушкевич и Виктора Дорофеева имеется полный такой методический подбор материалов к каждому уроку, что упрощает подготовку учителей к урокам. И, конечно же, эти материалы имеют и методическое обоснование, как их использовать. Хороший такой иллюстративный материал. Если говорить о культурологическом подходе, то здесь тоже используются классические произведения искусств, иллюстрации, разработанные самими же детьми, детские рисунки. Вот методический аппарат, о котором я уже говорила, на что он ориентирован, как он организован. Формирование предметных, личностных, метапредметных результатов. Они сейчас у нас расписаны в рабочих программах достаточно детально. И вот эти комплекты. Значит, учебник для 5 класса. Игорь Витальевич, вот здесь интересен такой подход, это вот праздничный круг, и по содержанию учебника ученики изучают основу православной культуры на основе такого вот праздничного круга, по которому живет Русская Православная Церковь. Ну вот, наверное, мы сейчас сменим презентацию, но мы видим, что действительно методический аппарат очень такой богатый, и учебники, по учебникам можно легко работать с нашими обучающимися. Так, и вот преемственность еще. Включите, пожалуйста, презентацию. Да, вот эту презентацию я должна была показать при моем выступлении, но, вот, к сожалению, я это не сделала. Вот здесь вот мы определенно говорим о том, что наши основные понятия – это духовно-нравственная культура, и она направлена как раз, и не направлена, а имеет свои основания для народов России, которые проживают на территории нашей России, 180 народов. И, конечно же, слова патриарха Кирилла как раз говорят о том, что культура – это духовная обработка человеческой природы, и культура – это подход социокультурный, это очень важно в преподавании такой предметной области, как основа духовно-нравственной культуры народов России. А вот здесь как раз вот можно увидеть линейный принцип предметной области и какие предметы мы могли бы изучать на каждом этапе воспитания наших обучающихся. Можно эти слайды еще раз посмотреть, но мы проговорили уже про это. 1-3 класс как пропедевтика. Какие задачи ставятся в этих обновлении фонда. Мы уже сказали с вами, что сейчас очень много вышло новых учебных методических пособий.
Данилюк поменялся на Студеникина «Светская этика», более такой современный и более содержательный учебник, связанный с нашими духовно-нравственными традиционными ценностями. Вот если, значит, говорить о неурочной деятельности, то можно использовать и пособие издательства «Центр Покров», УМК, опять же, авторов Дорофеева и Янушкевича. Такая программа имеется с 1 по 9 класс, и есть пособие, по которым можно тоже во внеурочной работе работать с учащимися. Светская этика, истоки, о которых мы уже говорили. И вот еще есть такой ресурс, такие пособия тех, кто работает с ценностью семья. И вот в старших классах можно использовать эти учебные пособия на основе семейной жизни в 10-11 классе. Тоже очень детально проработанные занятия. Имеется учебное пособие, хрестоматия и пособие для учителя. Авторов Моисеев, Крыгина. Да? Все. Так. Таким образом, мы с вами рассмотрели работу по методическому сопровождению реализации предметных областей ОДН, КНР, ОРКС. И сейчас мы переходим к вопросу утверждения плана работы учителей предметных областей основы религиозной культуры светской этики на 2022 год. План работы. Там такая есть презентация. Ага. Так. План работы состоит из 3 частей. Прежде чем план работы был составлен, отправляла письмо по муниципалитетам с просьбой предложить свои варианты наших с вами совместных встреч. Значит, ну вот было 5 предложений, к сожалению, не активно откликались на мое предложение. И что вот по сегодняшний день, что я могу предложить по плану деятельности Республиканского методического объединения учителей по нашим предметным областям. Ну вот, у нас в январе уже прошло одно событие, собрание, вебинар, вернее, по участию во всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания, работы с детьми и молодежью на соискание премии за нравственный подвиг учителя. Значит, можно будет этот вебинар еще раз посмотреть, он есть в записи. Я обращаю ваше внимание на то, что 27 января подписан приказ, и этот конкурс уже стартовал. Первый этап этого конкурса, он заканчивается 31 марта. До 31 марта необходимо работы загрузить на федеральный сайт нашего конкурса. В письмах информационных будет это все еще раз озвучено и направлено. Но я хочу подчеркнуть значимую такую вещь, что очень многие самостоятельно загружают свои работы. Это, конечно, хорошо, уверенность в том, что ваши работы оформлены и имеют возможность благополучно участвовать в конкурсе. Это хорошо. Но бывает так, что работа загружена, вам кажется, что она загружена. На самом деле загружена только, например, там, введение или первая какая-то глава от вашей работы. Таким образом, вы сами понимаете, что эта работа принимать участие в конкурсе не будет, потому что она по техническим причинам просто не полноценна. Поэтому прежде чем загружать работу, необходимо будет на техническую экспертизу направить работу по адресу ЦВДК ДНВ, это в письмах тоже будет указано. Я просто напоминаю вам об этом. 31 марта заканчивается загрузка работ, поэтому не растягивайте свое время. Очень большое количество людей будет загружать 31 марта, например, последний день своей работы. Поэтому сделайте это заранее и распределите свое время, соответственно, этих 2 месяцев, которые у нас остались. В феврале, вот мы сегодня с вами в феврале проводим
очередное заседание, на котором рассматриваем ряд вопросов. И вот на данный момент обсуждаем план деятельности нашего методического объединения. В марте предполагается заседание о подготовке к республиканским детским, юношеским, образовательным стефановским чтениям и подготовка родительского собрания по выбору модуля курса ОРГСЭ в образовательных организациях. Что касается стефановских чтений, в этом году у нас есть тематическая повестка по проведению стефановских образовательных чтений. Она связана с той темой, с которой мы проводили в конце года региональный этап рождественских чтений, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, императора России. И, кроме того, у нас есть свой такой региональная тема. В этом году исполняется 650 лет со дня коми-письменности. Поэтому вот на эту тему и будут проведены стефановские чтения. Но более подробно мы с вами проговорим, когда проведем заседание. В мае мы подведем итоги республиканского этапа всероссийского конкурса в области педагогики и воспитания за нас учителя. Проанализируем лучшие практики, посмотрим опыт победителей нашего всероссийского этапа. И проговорим еще раз о программном методическом обеспечении предметной области ОДНКНР. В июне подготовка к участию в конференции, которая у нас будет в рамках регионального этапа рождественских чтений в ноябре месяце. Очень бы хотелось, чтобы учителя активнее участвовали в этой конференции. В ноябре подведение итогов работы РМО и подготовка к заседанию Координационного совета по ведению комплексного учебного курса ОРГСЭ и ОДНКНР. Кроме этого, мы будем проводить еще и семинары, вебинары на разные темы. Вот эти темы здесь как раз тоже озвучены. Привлечение детей, учителей к конкурсу, я уже проговорила это. Республиканские детские юношеские образовательные стефановские чтения 26-27 апреля планируется. Семинар май-июнь «Преемственность в духовно-нравственном воспитании начального общего образования в рамках традиционной культуры», представление лучших практик реализации предметной области ОДНКНР в образовательных организациях с использованием произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, кино на уроках ОРГСЭ. Это предложение, которое поступило к нам, по-моему, из Усинска. Затем в мае у нас традиционно проходит республиканская межведомственная конференция «Экология языка и культуры. Пути и способы решения в образовании» в рамках Дней славянской письменности и культуры. Тоже напоминаю учителям, готовьте свои выступления. В сентябре планируется семинар «Формирование духовно-нравственных ценностей, обучающихся в рамках образовательной программы «Социокультурные истоки» с участием специалистов из Вологодского института развития образования для учителей начальных классов. Есть такой сейчас заказ на то, чтобы учителей начальных классов проучить с тем, чтобы, возможно, была реализация нового предмета по выбору участников образовательных отношений «Истоки». Сентябрь также планируем провести семинар «Как провести урок ОРГСЭ в дистант-формате». Такое тоже предложение поступило нам. Поэтому предлагаю учителям, которые имеют такой опыт свой, прислать нам свои предложения с содержанием того, что они готовы представить, какой урок, на какую тему, желательно, может быть, даже уже разработанную, для того, чтобы мы могли сделать выбор. Привлечение учителей к участию в республиканском этапе всероссийского конкурса «Красота Божьего мира». И, наконец, третий пункт – научно-методическое сопровождение. Но здесь уже комментировать не буду. Это касается, конечно же, того, чтобы мы делали свою работу, преподавание свое более профессионально. И тут намечены консультации и
посещения открытых уроков по изъявлению желания самих педагогов. Публикация методических изданий. Но вот на сегодняшний день мы размещаем лучшие практики и методические материалы на портале «Открытое образование» Республики. Кроме того, должна сказать, что ведется сейчас сборника «Лучшие методические разработки учителей ОРКС и ОДНКНР». Будет издан электронный сборник. Вот уже второй год мы собираем лучшие разработки уроков, и я думаю, что к концу этого года у нас должна появиться такая версия электронного сборника. Таким образом, мы с вами рассмотрели вопросы, которые ставили перед собой, и у нас еще остался один вопрос. Это повышение квалификации учителей. Как вы знаете, имеется у нас подготовка учителей по профильной программе на 144 часа, которая еще была утверждена и направлена в регионы. Типовая дополнительная профессионально-образовательная программа повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания курса ОРКС», значит, на 144 часа. Можете Женю позвать? Сейчас он должен был выступать. Эта программа состоит из двух частей. Базовый курс «Нормативно-правовые и методологические основы преподавания ОРКС» 70 часов и профильно-модульный курс предметные методические характеристики преподавания ОРКС, содержание конкретных модулей ОРКС и освоение методических особенностей их преподавания, учебно-методическое обеспечение. Профильный курс состоит из 6 модулей, которые преподаются. И вот сейчас я хочу предоставить слово одному из разработчиков курсов для учителей ОРКС и ОДНКНР, Полякову Евгению Викторовичу, старшему методисту кафедры социально-гуманитарного образования КРИРО. Добрый день, уважаемые коллеги. Буквально на несколько минут хочу вас проинформировать о том, что с 28 февраля 2022 года по 18 марта 2022 года пройдут курсы повышения квалификации, которые называются «Современное содержание, методики и технологии преподавания предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России». Вот здесь на слайде представлены содержание обучения. Значит, будут рассмотрены первое – духовно-нравственное воспитание в современном обществе, проблемы духовно-нравственного воспитания в современном обществе. Далее будет раскрыта общая характеристика основ реализации предметной области ОДНКНР. А также мы рассмотрим особенности методики преподавания предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России. Ну и также рассмотрим такой эффективные приемы, как проектная деятельность в рамках преподавания предметной области ОДНКНР. Объем программы составляет 48 часов. Да, вот вы можете записаться на курс, пройдя по ссылке. Да, спасибо вам за внимание. Все, да? Уважаемые коллеги, уважаемый Игорь Витальевич, мы закончили рассмотрение вопросов, которые были у нас по плану. Есть ли вопросы у слушателей к авторам семинара? Так, вопросов пока я не вижу. Игорь Витальевич, может быть, вы какое-то напутственное слово еще скажете нашим учителям? Спасибо, Тамара Александровна. Конечно, ну, только можно пожелать в нашем трудном деле учителям сил, особенно в современных условиях, когда сил у всех мало и тяжело всем. Вот, потому что, ну, что говорить, реализация вот этих, так скажем, предметных областей, на мой взгляд, это самое главное, что в школе делается сейчас и что должно делаться. Вот. Единственное, что я подумал, может быть, смотрите, если все-таки в республике есть выбор православной культуры в 4
классе достаточно большой, то, может быть, подумать и предусмотреть в плане родительские собрания, вот как у нас и по опыту Москвы, других регионов, я знаю, мы проводим в 4 классе с родителями, в 4 классе, там, в марте, в апреле, как раз где бы школы могли предложить им реализацию ДНКНР. Вот если преподается православная культура, выбирается в школе стабильно, то это, естественно, может быть курс православной культуры в 5-6 классе. Сейчас я напомню, что вот к тем федеральным перечням уже издан и 6 класс наш, и 7 класс учебник тоже издан, ну как пособие пока, но тоже допущен в школу вот Янушкевича и других. Альтернативы преподаванию православной культуры на основной ступени может быть как и учебник вот авторского коллектива Виноградовой, который такой общий, да, но вот как раз он близок к тому, что можно говорить о светской этике, о воспитании на основе изучения вот всех там разных традиций, культур и так далее наших. Вот, то есть любые остальные как бы варианты могут рассматриваться. У нас сейчас нет действительно в перечне, и может и появиться учебники и по исламской культуре, и по буддийской культуре, но пока их нет, то любые варианты, которые существуют, могут рассматриваться как альтернатива. Если в школе есть возможность заказать эти учебники, получить их, конечно, из федерального перечня легче, если вот по списку это более как бы процесс может быть тяжелый, то предусмотреть вот такие собрания, где бы уже школа могла бы сориентировать родителей, предложить им выбрать на 5-6 класс вот из 2, 3 максимум, может быть, если есть такая возможность, курсов вот в рамках ОДНКНР. А вот если разговаривать с директорами об этом, то на какой можно документ ссылаться? Ну, в ГОС, который предусматривает, что школа должна предусмотреть и из перечня родители должны выбирать. Если родители должны выбирать из перечня, то, по крайней мере, в школе должны быть хотя бы там 2-3 варианта выбора. Говоря, если практически, то фактически сейчас мы имеем возможность предложить православную культуру и какой-то предмет, курс, будем говорить так, в ОРГСЭ модуле, в ОДНКНР учебные курсы. Так, в АВГОСе так сказано, ну, в общем-то, наиболее четко, как мы это общались с разработчиками. Вот те курсы, которые сейчас есть, как альтернативу. Вот, на 5-6 класс, делением также на 2 группы. Понятно, это трудности, это сложности, но если вот мы реализуем УДНКНР полноценно, и именно преемственность ОРГСЭ, то вот это вот и есть тот путь, к которому надо идти. Вот. Да, Какие-то письма, может быть, да, какие-то информационные письма потребуют, это какие-то департаменты или министерства вашего, которые бы дали возможность школам закупить или заказать соответствующие учебники и пособия. Ну, вы правильно сказали, самое-то главное, что, как правило, школы боятся вот такого разделения на группы, на классы, потому что это требует определенных организаторских усилий. Да, это требует определенных административных усилий, но, Да. в принципе, как бы все вопросы решаемые. Да, но если мы понимаем, что необходимо полноценное воспитание на наших традиционных ценностях, то это надо делать, конечно. Да. Дать возможность детям продолжить изучение православной культуры там, где выбор этот есть, я думаю, родители будут воспринимать позитивно. Уважаемые коллеги, слушатели, есть вопросы еще, которые можно было обсудить с Игорем Витальевичем? Большое спасибо, все пишут, вопросов нет. Игорь Витальевич, я думаю, что это не наше последнее с вами такое вот совместное событие. У нас еще впереди разработка предметной области, рабочей программы ОДНКНР. Если это все случится, то замечательно, мы можем, наверное, еще раз с вами встретиться и тоже эти вопросы обсудить. Да, как будет, вот по учебникам издательства русского слова, в той презентации, что и у вас есть, и вот в моей, тоже может быть отдельный какой-то методический семинар провести, если есть заинтересованность, и есть коллеги будут заинтересованы более подробно, детально, как бы представить эти комплекты, их дидактику, содержание, методику и так далее, что там вот, предполагается. Ну и вот то, что я говорил о программе воспитания, тоже обращу внимание, по-моему, тоже республика участвует, и есть экспериментальные площадки нашего института. Да, Часть обновления программ воспитания в школах, потому что
Вот та программа, которая включена сейчас, и школы ее как бы воспроизвели ну, это относится же тоже к центру, да, вашему, как бы, я думаю. Да, да, этим занимаемся наш центр. Мгм. Да, я не знаю, есть ли у вас тьюторы, наши договоры, экспериментальной площадки нашего Есть, института. все Есть, это да? есть. Да, Мгм. несмотря на то, что эта программа включена сейчас и в примерную программу начальной школы и основной войдет, понятно, что школы по законодательству свободны и могут использовать примерную программу, могут свою разрабатывать, но вот та программа, которая разработана в нашем институте, я надеюсь, она тоже войдет в федеральный реестр в том или ином виде, она как раз вот и реализует вот ту ориентацию на традиционные ценности, о которых вы сказали, да, которые указаны. Вот, имея в виду и последние изменения в Конституции у нас, которые тоже актуализируют эти ценности в отношении Да-да-да. семьи, брака, тысячелетней государственности российской и так далее. То есть вот и учитывая одновременно и взаимодействие, социальное партнерство и с религиозными организациями в воспитании. Поэтому вот если какое-то мероприятие, может быть, вот в части вот ознакомления и работы с этой программой, тоже Мгм. можно было бы посмотреть. Да, в общем, работа предстоит еще очень такая содержательная, детальная, и действительно это очень важно для воспитания нашего подрастающего поколения. Спасибо вам большое, Игорь Витальевич. Я думаю, что мы с вами еще встретимся, и, дорогие слушатели, все материалы, которые мы сегодня использовали, будут выложены, и вы можете их скачать для своего использования. Также они будут на образовательном портале, значит, в разделе РМО ОРГСЭ ОДНКНР размещены. Спасибо, до свидания.